масштабном событии, которое называется Дархан-Уз. Это конкурс кузнецов, где вот все кузнецы, которые делают, работают по металлу, в том числе якутские ножи, они собираются здесь и участвуют в разных конкурсах для того, чтобы определить победителя. Наша выставка проходит 10-й раз. В этом году у нас юбилейное мероприятие, 10-я главная выставка кузнецов Якутии. Как и традиционно, мы якутские ножи испытываем на прочность, на рабочее качество. Но в этом году мы уклон сделали не на универсальность ножей, а на именно их художественное оформление, Только что завершился данный конкурс, было выставлено 13 работ. Очень достойные работы. Видно то, что мастерство наших кузнецов из года в год улучшается, работа становится интереснее, и смысловая нагрузка, и сложность исполнения. Это доказывает, и члены жюри это заметили. Но тем не менее, из 13 работ мы выбрали 3 достойных работ. Эти мастера были уже отмечены дипломами первой, второй степени и третьей степени. Кроме данной номинации у нас традиционно это асбыгага, кухонные ножи, которые режут мясо, рыбу, строганину, жеребятину. И мы тоже по этому направлению выбрали лучшие ножи. Наш маэстро якутской кухни Никита Никитич Тарбахов продемонстрировал в работе данные ножи, и тоже мы победителей определили. Но также третий конкурс, это якутский нож, это, конечно, нож охотника, это его первое предназначение. Он должен быть универсальным, прочным, острым и в то же время мягким. Мы завтра будем проводить испытания по якутским охотничьим ножам именно, поэтому гостей, жителей республики и города Якутска мы ждем завтра. Завтра будет не менее зрелищный день, и наши мастера свои лучшие ножи предоставят нам, и мы их проведем в испытании по резке каната, по резке войлока, по резке меди, а также некоторых предметов, которые пройдут тестирование, станут лучше. Ровно 10 лет назад наш земляк, выходец из Итатинского района, довольно такой известный молодой человек в нашем обществе был, Серафим Валерьевич Попов. Он организовал эту выставку первые 10 лет назад, и с большим энтузиазмом, большой общественной гражданской позицией он вообще стремился к тому, чтобы то, что у нас в Якутии производится, оно должно стать брендом. И он был сильным спортсменом, пропагандировал здоровый образ жизни, занимался пропагандой вольной борьбы, и плюс к этому он занимался именно пропагандой якутских ножей. С точки зрения, почему у нас данное мероприятие такое обширное и масштабное, во-первых, здесь у нас география ежегодно расширяется. В этом году у нас около 20 районов, более 60 участников представлены. У нас представлены не только тут якутские ножи, здесь у нас ножи, которые используются вообще по всей республике. У нас есть представители северных арктических районов, допустим, Соленька у нас представитель есть. И на сегодняшний день данная выставка дала толчок тому, что ножи у нас вышли не только на российский, но и на мировой уровень. Можно зайти в Google, прогуглить, и там полно материалов про якутские ножи, очень много запросов именно иностранцев, которые интересуются якутскими ножами. Почему они интересуются? Во-первых, это искусственное мастерство, которое ежедневно улучшается в качестве, и каждый кузнец, мастер, он хочет превзойти свой предыдущий результат.
Мы сегодня находимся на большом празднике, который традиционно проходит в Республике Саха-Якутия. Это выставка «Дархан-уз», которая посвящена одному, наверное, из главных атрибутов якутской культуры – якутскому ножу. Это праздник якутских кузнецов, где наши мастера показывают, что они могут, что они умеют. И, конечно, присутствие на этой выставке восхищаешься тем, что наши мастера могут, что наши мастера умеют, их искусством. И, конечно, с точки зрения универсальности, с точки зрения практического применения, это, наверное, самый лучший в мире инструмент. Но мы оценивали работы с точки зрения наличия самой композиции, смысла и сюжета композиции, с точки зрения исполнения и материалов, из которых изготовлен. Ну, конечно, сегодня, я считаю, заслуженное первое место занял мастер Тарабукин, который представил композицию, на самом деле, посвященную такому круговому движению жизни. Использован природный материал, металл очень хороший, дамаск с никелем. Круто. Завтра тоже будет мероприятие, то же самое, а там программа немножко другая. Я на выходе сниму, какая там программа, и сегодня же, получается, это видео выложу. Кому интересно, можете уже тоже завтра подходить, смотреть, какие клевые там ножи есть, начиная от самых маленьких, заканчивая вообще огромными изделиями, там батыя, копии, ледоколы. В общем, приходите, смотрите, будет интересно. Завтрашняя программа будет такая. То есть завтра будет конкурс именно на универсальный якутский нож. А те, кто смотрит мой канал, это видео, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, комментируйте. Всем пока. Мой стиль – Якутия.